Уже во второй раз депутаты парламента голосуют против кандидатуры Исидора Дуча, выдвинутой на рассмотрение блоком оппозиционных сил в качестве члена Центра избиркома Абхазии. Уважаемые коллеги, кто за то, чтобы Дуча был избран членом ЦИК, прошу проголосовать. Пожалуйста. Пожалуйста, идет голосование. Вице-премьер-министр финансов республики Дмитрий Сериков вынес на рассмотрение депутатов парламента отчет об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Он отметил, что на выплату заработной платы было направлено более 20% от всех расходов республиканского бюджета. В 2016 году было погашено в полном объеме задолженность республиканским учреждениям по заработной плате за 2015 год. На эти цели было направлено более 175 миллионов рублей, отметил в своем отчете Дмитрий Сериков. Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Абхазия за 2016 год парламентариями был утвержден единогласно. По доходам 2016 год за эти 5 лет является вторым по рангу. Выше по доходам был исполнен только бюджет 2014 года. И в 2016 году доля доходов собственных в республиканском бюджете составили 34%. Повторюсь еще раз, исполнение совокупных доходов за 2016 год составило 97,1%. Максимальная сумма помощи, которая к нам поступила, это был 2012 год в размере 6 миллиардов 803 миллионов. Вверху видите 18, внизу 82%. В 2013 году порядка 4,5 миллиардов рублей, в 2014 году 5,4. В 2015 году 2,7, в 2016 году 5,265. Российская помощь, хочу напомнить, состоит из двух составных частей, которые поступают в бюджет. Она состоит из так называемой инвестиционной программы и софинансирования текущей деятельности в рамках поддержки социально-экономического развития. Более 64 миллионов рублей составила прибыль Национального банка республики в 2016 году. Особое внимание в отчете Беслана Барателя вызвала тема эффективности системы банковских карт АПРА и судьба Гагра-банка. После долгих обсуждений депутаты парламента единогласно приняли представленный годовой отчет Нацбанка. По состоянию на 1 января 2017 года у нас в Абхазии 9 кредитных организаций с 8 филиалами, 7 из которых филиалы Сбербанка Абхазии. На 1 января 2017 года собственный капитал кредитных организаций составил 811 миллионов рублей, из которых оплачены 374 миллиона рублей. Кредитные организации продолжили работу по привлечению ресурсов. И, соответственно, на 1 января 2017 года привлеченные ресурсы кредитных организаций составили 5,5 миллиарда рублей, и они выросли на 26%. Связано это с тем, что оживает экономика, и многие предприниматели, в том числе индивидуальные, открывают счета коммерческих банков, то есть культура обслуживаться в банках, она немного увеличивается. Также депутаты проголосовали за принятие законопроекта об исполнении бюджетов за 2016 год, Пенсионного фонда, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования и охраны труда и Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Законопроект об исполнении бюджета Дорожного фонда страны за 2016 год не был принят. Законопроект об исполнении бюджета Фонда репатриации республики за 2016 год из-за отсутствия докладчика не был представлен. На сессии Народного собрания также рассматривался законопроект о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района. В прошлом году в Галском районе выборы депутатов в органы местного самоуправления не проводились. В районном собрании работают депутаты, избранные еще в феврале 2011 года. Как отметил спикер парламента Валерий Бганба, из-за несвоевременной выдачи паспортов и вида на жительство жителям Галского района полномочия местных депутатов были продлены до 12 февраля текущего года. Так как вопрос паспортизации в этом районе все еще не решен, депутаты Народного собрания практически единогласно приняли законопроект о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района. Во втором и окончательном чтении был принят законопроект о наименовании географических объектов Республики Абхазия. Рената Шакай, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.